Изменить ситуацию вместе, начать разговор о том, о чем раньше в обществе умалчивали. О развитии физической культуры и спорта для инвалидов уже в течение 5 дней говорят в стенах Северо-Осетинского государственного университета. Одним из важнейших условий инклюзивного образования инвалидов является просветительская работа среди студенчества. С программой семинаров Госуниверситета посетила делегация из Министерства спорта России. В течение 10 дней тренеры и студенты посещают лекции ведущих специалистов по медицине и коррекционной педагогике. Если говорить об этом семинаре, то хотелось, чтобы было понимание о том, что спорт инвалидов – достаточно, скажем так, не очень сильно развит в нашей стране. Не хватало кадров, не хватало базы, не хватало самой, скажем так, системы. Большое внимание на обсуждение уделили проблеме социальной интеграции инвалидов. Говорили о том, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в более активном включении в культурно-социальную и трудовую жизнь общества. Вначале это по конкурсу разыгрывается. Это организация, которая будет проводить курсы. В этом году это выбрал университет имени Петра Франча Лейзовца, Санкт-Петербург. И этот университет проводит выездные курсы. Вот в этом году сейчас мы у вас, потом после этого мы едем в Калининград. И проводим все занятия, семинары, демонстрируем все, что у нас есть, раздаем материалы нашим слушателям, для того, чтобы они могли эффективно работать с такой категорией населения, которая относится к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. В сфере инклюзивного образования ключевой по-прежнему остается проблема подготовки специалистов. Подобные семинары позволяют расширить границы инвалидного спорта в Северной Осетии. Артем Балатаев, Тимур Мазаев, Мурат Гадиев, Осетия ТВ.